Анонсированное повышение цен на бензин и дистопливо в Казахстане ожидаемо вызвало резонанс в обществе. Рост цен составит 11,20%. В Министерстве энергетики сообщили, что эти меры стали вынужденными. Почему выросла стоимость ГСМ и какую роль в этом сыграло государственное регулирование рынка нефтепродуктов? Цены будут повышены на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182–187, в зависимости от региона, до 205 тенге за литр, рост 11%. На дизель до 295 тенге за литр. Сейчас, в зависимости от региона, цена варьируется от 230–260 тенге. Рост составит в среднем 20%. Причины, по которым цена на горючее выросла, формировались на протяжении нескольких лет. Вопреки предположениям, топлива в Казахстане меньше не стало. Наоборот, по данным Министерства энергетики РК, страна каждый год наращивает объемы производства. Так, после модернизации 3 нефтеперерабатывающих заводов, их производственная мощность увеличилась на 3 миллиона тонн и достигла почти 17 миллионов тонн в год. За последние 5 лет мы увеличили производство бензина почти на 70%, с 3 до 5 миллионов тонн, а дизельного топлива на 30%, с 4 до 5 миллионов 200 тысяч тонн. В прошлом году, несмотря на то, что Казахстан выдал рекордный объем выработки дистоплива 5 миллионов 200 тысяч тонн, мы ощутили нехватку в некоторых регионах страны. Возникший дефицит в объеме порядка 350 тысяч тонн, без учета зимнего дизельного топлива, нам пришлось перекрывать за счет дорогого импортного топлива. Между тем, потребление основными отраслями экономики, такими как горно-металлургический сектор и железная дорога, оставалось на прежнем уровне, сообщили в Минэнерго. Основными факторами постоянно растущих объемов потребления стали транзитный автотранспорт, а также серый экспорт в соседние страны. По самым скромным подсчетам, в прошлом году в соседние страны транзитный транспорт вывез 150 тысяч тонн казахстанского дистоплива. И еще порядка 200 тысяч тонн горючего было вывезено нелегальными путями. Причина небывалой популярности казахстанского топлива в его дешевизне. Казахстан входит в список стран с самыми низкими ценами на ГСМ. Например, в России стоимость дистоплива в среднем составляет 345 тенге за литр, что дороже на 45%. А в Кыргызстане цена выше на 64% и составляет 390 тенге за литр. В Узбекистане оно дороже в 2 раза – 480 тенге. Таким образом, маржа от перепродажи казахстанского дистоплива за границу составляет от 50% до 120% и более, суммарно доходит до 140 миллионов долларов в год. Ситуация в сопредельных странах оказывает значительное влияние на внутренний рынок Казахстана. К примеру, в марте прошлого года розничные цены на дизельное топливо РФ снизились до уровня цен РК. В результате на приграничных с Россией АЗС существенно снизились продажи топлива, поскольку пропала заинтересованность в вывозе ГСМ из Казахстана. Но буквально через месяц пошел резкий рост розничных цен в соседних странах, и как следствие, уже осенью, несмотря на увеличение производства ДТД, мы снова столкнулись с острой нехваткой топлива, отметили в Министерстве энергетики. Из-за сохранившегося диспаритета цен в марте текущего года произошел рост потребления на 15%. В Минэнерго предположили, что уже в этом году Казахстан может столкнуться с дефицитом в объеме до 850 тысяч тонн. Если раньше дефицит частично перекрывался за счет наращивания объемов производства, то сейчас наши НПЗ работают на пределе своих возможностей. В ближайшие 6 лет до расширения Шымкентского НПЗ существенно увеличить производство дистоплива физически невозможно, сообщал 3 апреля тогда еще министр энергетики РК Балат Акчулаков. Меры против перетока. За последние годы Казахстан принял ряд мер, чтобы своим дешевым топливом
не субсидировать экономики других стран в ущерб собственным национальным интересам. Введен запрет на вывоз ГСМ железнодорожным и автомобильным транспортом. Приняты законодательные нормы, обязывающие ресурсодержателей продавать ГСМ напрямую заправочным станциям. Устранены непродуктивные посредники при поставках нефти и реализации нефтепродуктов. Для снижения дефицита в августе прошлого года был введен механизм дифференцированных цен для иностранцев 450 тенге за литр и лимит заправки не более 300 литров в день. Однако теневой экспорт всегда находит возможности для обхода ограничительных мер. И каждый раз мы вынуждены в срочном порядке закупать дорогое импортное топливо, чтобы не допустить нехватки, рассказали в профильном ведомстве. Увеличение производства топлива с текущими ценами не решит проблему, считают в министерстве. Пока сохраняется сильная разница в цене на казахстанское горючее и зарубежное, переток будет сохраняться. Кроме этого, низкие цены на ГСМ не дадут возможность привлекать инвестиции и развивать нефтегазовую отрасль, проводить геологоразведку и пополнять ресурсную базу. Чтобы снизить ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами, необходимо повысить предельные розничные цены на бензин и дизтопливо. Курс на рыночную экономику. Рынок должен регулировать себя сам, так как искусственные меры убыточны, считает часть профессиональных экспертов. Ведущий авторской программы Байдельдинов. Нефть, экс-советник министра энергетики Алжас Байдельдинов напомнил, что уже многие годы выступает против регулирования государством цен на ГСМ. Нужно понимать, что есть экономические реалии, против которых государство не может долго устоять. Регулирование и сдерживание цен может выполнять социальную повестку на коротком этапе времени. Это можно видеть на примерах регулирования цен на сахар, лук, морковь, картофель и так далее, но в долгосрочной перспективе данные меры губительны для отрасли, считает Алжас Байдельдинов. По его словам, государство регулирует розничные цены на ГСМ с 2015 года. В настоящее время цены регулируются на 92-й, 80-й бензин, дизтопливо и жиженый газ. Что происходило в эти годы? Государство обязывало нефтяные компании поставлять нефть на внутренний рынок в убыток себе. Ущерб компенсировался благодаря экспортной выручке. Но со временем выросшее потребление внутреннего рынка Казахстана и дисбаланс с соседними странами привели к тому, что наше топливо стало перетекать за границу по легальным и нелегальным схемам, пояснил эксперт. Выглядит вполне легальная схема так. В Казахстан из соседней страны заезжает большегрузная дизельная фура с расширенным, но почти пустым баком на 3000 литров. Она заправляется, ездит по республике и перед возвращением на родину снова на границе заправляет полный бак. Полученного объема топлива ему может хватить доехать до Москвы, вернуться в Казахстан и снова заправиться. По сути, мы субсидируем перевозку товаров из Кыргызстана, Узбекистана в Россию, из России в Китай и так далее, говорит Алжас Байдельдинов. Убыточность нефтегазового сектора также не привлекает инвесторов в Казахстан, считает эксперт. Производство горючего становится все более убыточным бизнесом, говорит Алжас Байдельдинов. Стоимость оборудования, материалов, химии, лицензионного оборудования рассчитывается в долларах. И любая девальвация национальной валюты отрицательно сказывается на стоимости производства горючего. При этом государство продолжает удерживать цены на топливо. Так, цена на бензин сохраняется на уровне 2000 года и составляет 40 центов. Трудно представить более значимый и трудоемкий по производству продукт, чем бензин. Но в Казахстане себестоимость бензина ниже, чем у молока. При этом процесс производства топлива несоизмеримо трудозатратнее. Нефть добывают на глубине 5 километров, и она проходит долгий путь до баков автомобилей, рассказал Алжас Байдельдинов. К слову, доля расходов на топливо в среднестатистическом семейном бюджете невелика, подсчитал эксперт.
Среднее авто на семью с расходом 10 литров на 100 километров и пробеги 1000 километров в месяц потребляет 100 литров бензина. Повышение на 20 тенге означает дополнительные расходы в размере 2000 тенге на семью. Доля транспортных расходов по дизелю в перевозке фруктов и овощей из Алматы в Астану также невелика, не более 10 тенге за килограмм. В этом году Казахстан произведет 5,5 миллионов тонн дизеля. Плюс порядка 800 тысяч тонн надо будет импортировать из России, потому мы не можем покрыть внутренний спрос. Поэтому цены прежними не могут быть, иначе горючего нам не хватит. Как считает собеседник, те, кто продвигает идею чуть ли не бесплатного бензина, не разбираются в теме. Эпоха дешевых энергоносителей в Казахстане закончилась. Это нужно объявить официально, резюмировал Алжас Байдельдинов.